Починить покрышку, залатать камеру или выправить диск в деревне Старая Ильдеряково может только Дмитрий Убейкин. Вот уже 5 лет. Он главный мастер на всю округу. Бывший предприниматель, сегодня самозанятый, делает то же, что и прежде, но плюсов считает больше. Думаю, выгодней. Ну чем? Налоги платить. Самозанятые столяры, частные фермеры. Все больше тех, кто работает на себя. Валерий Сапеев – один из первых в республике участников программы «Начинающий фермер». Дело, которое начиналось с небольшой птицефермы, сегодня уже крупное КФХ с оборотом десятки тысяч индюшек, гусей и кур. Вот они, еще с птенцов вырастают до крупных птиц. Годовой оборот где-то 200-300 тысяч. А так, одновременно 30 тысяч. Первично, среди всех этих проблем, первично обеспечение трудозанятости с высокой заработной платой и стремление потом остаться на селе, получив даже образование. Этому вопросу посвятили совещание в Аксубаево. Район славен животноводством. Есть те, кто в своих подворьях держит по 5 и более коров. Бич пахнет, молодец, поздравляю. Фарид Мухаммедшин ведет встречу в обновленном формате. Живое общение и поиск путей решения. Сегодня были вопросы, которые мы все по моему поручению записали, зафиксировали. Я не думаю, что мы обманем их и скажем, что все поднятые вопросы будут разрешены. То, что они будут рассмотрены, мы в поиске нахождения решения, это я могу подтвердить. Это вторая встреча спикера Госсовета и районного актива. Они собираются дважды в год с 2010-го. Вопросы этой встречи наболевшие о поддержке молодых. Как начать свое дело, когда нет денег? Появившаяся новая программа «Агростартап», где в том числе на развитие кооперации предусматривается поддержка фермеров. А еще как довести до ума уже начатые, ведь многие хозяйства еще не обеспечены подъездными путями. Уходят заказы и клиенты. В Черемшанском районе нет элеватора. Может из-за сырости пострадать урожай. Все вопросы взяты на карандаш. Все ответы на следующей встрече. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Аксубаевский район.